Города ханства, как новые, так и древние, никогда не были одноязычными. Даже в Иски-Юрте, одном из очагов ислама, в конце 13 века население было интернациональным. В крымских городах проживало большое количество евреев, черкесов, пятигорцев и ромов. Обитали там и христиане, в основном греки, урумы и ромеи. В XIV веке появились армяне. И лишь о христианах славянского происхождения мы не находим в источниках почти никаких упоминаний. Возможно, они появлялись там крайне редко и ненадолго. Иноверцы, то есть не мусульмане, жили в тех же городах и селах, что и крымские татары. Часто осваивали те же ремесла. Единственное правовое отличие между ними и последователями ислама заключалось в том, что они освобождались от сопровождения гиреев в походах и войнах. Взамен этого они платили джизью, своеобразный налог, который не платили семьи, где не было мужчин призывного возраста, не платили монахи и инвалиды. Это была вполне умеренная плата за защиту себя и своих родственников от агрессора, которую брали на себя крымско-татарские воины. Но если все же молодой христианин принимал участие в ханском походе, что случалось нередко, то, конечно, он никакого налога не платил. Несмотря на формальное подчинение ханства Османской империи, турок здесь было очень мало. И что важно, они не принимали никакого участия в административном управлении страной. А направление национального и культурного развития крымских татар их вообще не интересовало. Мусульманское право гарантировало всем покровительствуемым иноверцам, независимо от их этнической принадлежности, ряд прав. Людям Писания, то есть Торы или Библии, были гарантированы полная неприкосновенность их имущества, свобода торговой, ремесленной и предпринимательской деятельности любого масштаба. Не было ограничений передвижения или проживания в любой части города или деревни. Это было уникальное явление для позднего Средневековья. И здесь стоит отметить, что крымские татары своей высокой толерантностью были обязаны скорее золотоордынской, чем арабской или сельджукской составляющей своей культуры. Церковные историки писали: они, золотоордынцы, не только оказывали полную терпимость всем верам, но старались вести себя так, чтобы последователи каждой веры считали их наклонными именно к своему вероисповеданию. Показателем высокой толерантности является и то, что в Крыму, например, татар, перешедших в христианство, не преследовали, в то время как в соседней Турции и в христианских державах, даже славянских, вероотступников жестоко карали. Царь Петр I, например, сжег книги на спине читателей, усердно их читавших. Еще один интересный факт. В Крыму никогда не могло сложиться военно-религиозных групп или даже целых орденов, таких как Мутавии или Газы. Не было также сторонников священной войны, газавата, которая составляла опору мусульманских правителей в их военных походах. Крымские ханы в подобной ситуации исполняли роль чисто военных предводителей. Такая веротерпимость объясняется еще и тем, что у хана не было ни желания, ни возможности разделять и властвовать в конфессиональном плане. Дело в том, что бейская оппозиция состояла исключительно из мусульман, а иноверцы, которые находились в абсолютном меньшинстве в Крыму, не могли даже и помышлять об антиханской политике. Более того, крымские правители жертвовали немалые суммы на строительство и реставрацию христианских монастырей. А среди приближенных хана было очень много немусульман. Казначей итальянец Августин и поляк Янушка, дипломаты итальянцы Паттисиплей Фряжин, Ян Баптист, руководитель кабинета иностранных дел иудей Хозя Кокас и многие другие. К тому же защита общих интересов всегда стояла выше религиозных разногласий. И в минуту опасности крымчане выступали единым фронтом, без различий веры. Что же было причиной такого аномального для стран Европы и Востока порядка вещей? Первое, что приходит на ум, это, конечно, географическое положение Крыма, его глубокая выдвинутость в область православных народов, что, конечно, позволило смягчить мусульманское влияние.
Но с другой стороны, Испания, так же как и Крым, была выдвинута по отношению к мусульманскому фронту. Но картина сосуществования вер здесь была кардинально противоположной. Ни в одной христианской стране не уничтожалось столько мавров и евреев, как в Испании. Возможно, ключ к разгадке кроется в исламе, ведь в Коране есть призывы к уважению христиан, если это истинно верующие. Однако это тоже не совсем правильный ответ, поскольку соседние мусульманские страны не были столь веротерпимыми. Вероятно, ответ кроется в самой природе крымского этногенеза. Здесь, где из поколения в поколение передавался дух мирного сосуществования, где язычество не оказало столь ожесточающего влияния ни на мусульман, ни на христиан, и стал возможен этот феномен крымской веротерпимости, который крымские татары сохраняют до сих пор.